Я новый решили завод. А здесь отсутствует эта маркировка. Кожаные изделия, обувь, одежда, табачная продукция, парфюмерия и автомобильные шины. Торговые точки и магазины вновь под контролем Роспотребнадзора. С начала года оборот немаркированных товаров легкой промышленности запрещен. Однако находятся предприниматели, которые пренебрегают этим. К примеру, у этого продавца специальный код на коробках с обувью нашелся, правда, не на всех. Маркировки, вот это московские да, обуви, да. Там есть маркировка, да. Коробки. Там есть маркировка. Да, да. Они начали это сейчас делать, и раньше не было. Многие продавцы в свою защиту говорят, что это прошлогодний товар, который не успели реализовать. Только вот с февраля все товарные остатки тоже должны быть промаркированы. От ответственности незнание закона, как известно, никого не освобождает. Даже больше года у нас обуви нет. Даже старый завоз вы должны были промаркировать. Без маркировки сейчас не разрешается реализация никакой продукции. От прилавка к прилавку картина, что называется, маслом. Маркировки или вовсе нет. Или она есть лишь на определенной части изделий. К примеру, в этом обувном специальный код есть на всей продукции. Однако нет 2D-сканера, который бы считывал его и позволял вести учет продукции. Вы каждую вещь, которую продаете, да, пропускаете через этот сканер, отмечаете, что эта вещь вышла с оборота, то есть уже продали. Из-за отсутствия документов и маркировок удостовериться в происхождении товаров практически невозможно. Поэтому маркировка товаров легкой промышленности призвана не только сократить объем нелегального оборота, но и повысить гарантию прав самих потребителей на приобретение качественного продукта. В этом обувном магазине об этом знают. На всех изделиях есть маркировка, и 2D-сканер тоже нашелся. В поступлении товара полностью сканируется вся обувь. Соответственно, мы сливаем все данные в программу 1С, выгружаем в общий ресурс, откуда на каждую единицу обуви, соответственно, уже приходит сам штрих-код. Он называется Data Matrix. Бывает нескольких видов, она списывается с остатков магазина. Она также бывает более легкой, то есть вот смотрите, мы сканируем. Вся информация абсолютно прогружается здесь, начиная с артикула, размер, стоимость. Только за последние 2 года, по информации Минпромторга, на российском рынке выявлено более 6 миллионов единиц контрафакта. Отследить ее перемещение и реализацию без специальной системы до сих пор было практически невозможно. Теперь же с помощью специального приложения «Честный знак», который сканирует цифровой код на изделии, покупатель сможет и сам удостовериться в легальности и качественности продукции. Можете проверить то есть проследить всю информацию о данных о данной обуви. Смотрите, вот он видит обувь, товарная группа обувь, именно содержание полностью, кто производитель. За отсутствие маркировки производителю грозит административная ответственность. Для индивидуальных предпринимателей штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для юридического лица от 50 до 300 тысяч. Весь товар в таком случае конфискуется. Эти мероприятия мы проводили и раньше, да, собирали у себя представителей бизнеса, торговых центров, владельцев рынка, да, директоров рынка, объясняли эту ситуацию. Но, к сожалению, очень многие проигнорировали данные требования. На сегодняшний день мы каждого записали, да, данные, все это отметили, все нарушения. Уже конкретно будут приняты меры административного характера. С такой безответственностью будут бороться с помощью предписаний и протоколов. Если на этот раз рейд сотрудников Роспотребнадзора нес больше просветительский характер, то в последующем отделаться предупреждениями предпринимателям не удастся. Продукцию будут изымать в соответствии с законом. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.